Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать о событиях в столетней истории ТАССР. В этот день, в 1924 году, в Казани национализирован кинотеатр «Грингриф». В 1938 году он был реконструирован и получил новое название, сохранившееся до наших дней – «Родина». Особенностью тогда стал оркестр, выступавший перед сеансами. 27 апреля 1944 года в Казани создан городской архив со штатом 3 человека. Тогда это было подвальное помещение, которое периодически затапливалось. Сейчас архив работает в самых современных условиях. И мы переходим к событиям этого дня. Не сидится на удаленке, езжайте в огород. 30 апреля начинают работу 6 сезонов садоводческих маршрутов. Они будут ежедневно курсировать до наиболее востребованных направлений. Как Казань борется с коронавирусом и почему именно сейчас стоит задуматься о грядках, расскажет Зарина Ахметова. Спасибо врачам не словом, а делом. Из-за сложной ситуации приходится работать 2 смены. Волонтерский центр «Единая Россия» передал новый автомобиль для поликлиники. Как это ускорит работу медсотрудников, знает Наталья Медина. Куда уходит Волга? До дамбы доходила вода, а сейчас ушла, там уже какая-то земля. Происходит ли обмеление реки и с чем это связано, выяснял Дмитрий Аренин. Поэтический марафон и онлайн-концерт в честь Тукая. Мелодичный, гибкий и певучий. Как праздник великого поэта стал многонациональным, расскажет Айгуль Бадрудинова. 70 новых случаев коронавируса подтверждено сегодня в Татарстане. 18 человек госпитализированы, 52 проходят лечение на дому. 11 случаев – это завозные, остальные – контактные. Больше всего зараженных в Казани за сутки 31 человек. В Челнах – 5 человек. По 4 человека в Лаишевском и Тюлечинском районах. За весь период вылечили 75 пациентов. По России сегодня плюс 6198 случаев. Всего в стране диагноз коронавирус поставлен у 87 147 пациентов. И несмотря на все меры безопасности, которые сейчас принимаются в России, на улицах до сих пор многолюдно. Это снова доказывает и индекс самоизоляции. Он в городах Татарстана по-прежнему низкий. Так, в Казани на 4 часа дня показатель 2 балла. Еще хуже ситуация в Челнах, всего 1,8 балла. В Альметьевске, Нижнекамске, Чистопиле, Зеленодольске и Елабуге индексы балла чуть получше. Некоторые татарстанцы по-прежнему не соблюдают правила безопасности. На сегодня зафиксировано уже более 14 тысяч правонарушений, сообщает Оперштаб республики. Возбуждено 14 уголовных дел за фальсификацию лекарств и биологически активных добавок и 13 дел за подделку документов. За месяц полицейские проверили свыше 1,5 миллиона транспортных средств. За сутки из Москвы и Санкт-Петербурга в Татарстан прибыли 175 человек. Прилетевших с Бали и Арабских Эмиратов туристов отправили на 2-недельную обсервацию. 27 человек, прилетевших из Денпасара, размещены в санатории Васильевске. Еще 14 прибывших из Дубая проведут 14 дней в лагере Заречье. Среди пассажиров рейса из Дубая есть беременная женщина. Она направлена в стационар. Жестко пресекать завышение цен на товары первой необходимости сегодня поручил Рустам Минниханов. По видеоконференц-связи президент провел совещание с главами районов. Как доложили данные мониторингов, разнятся и необходимо прийти к единой методике. В вопросах продовольствия Татарстан остается самодостаточным регионом. Необходимо не допускать перебоев поставок, особенно на селе. Текущая эпидобстановка еще не повод забывать о качестве, также отметил президент. Отмечаются отдельные случаи роста цен на социально значимые продовольственные товары. Как правило, это связано с изменением курса рубля по импортным группам товаров и сезонным факторам. В то же время есть и недобросовестные случаи торговли с каждым из которых мы должны разбираться и принять необходимые меры для неповторения этих случаев. Татарстан входит в десятку регионов с трехзначным числом заболевших коронавирусом. Об этом сегодня говорили во время заседания городского штаба. По сравнению с прошлой неделей количество зараженных в республике увеличилось почти в 3 раза. Поэтому отмечать майские праздники придется на самоизоляции. Обо всем подробнее в материале Зарины Ахметовой. Слава Богу, постучим по столу.
Аллаху шукр, что нет на сегодняшний день летальных исходов. При этом расслабляться не просто рано, а даже опасно, отмечает мэр столицы. Заболеваемость в республике каждую неделю растет. Только в Казани заражены 249 человек. За их выздоровление сегодня борются врачи 8 столичных больниц. На карантине в обсерваторах около 300 россиян, прибывших из-за границы. Поддержку в работе специалистам и медикам оказывают предприниматели. Много компаний идут навстречу и помогают медицинским организациям. Нами собрана потребность на необходимые товары Икеи. Туда входит мебель, постельное белье, постельные принадлежности. Пока одни в период пандемии продолжают трудиться на удаленке, другие снова переходят на работу в офисах, но только с разрешения. Прохожих на улицах столицы становится все больше. Растет и интенсивность движения на дорогах. Остаются и те, кто, не имея на то весомых оснований, пренебрегает режимом самоизоляции. За неделю выявлено 59 несовершеннолетних, находившихся на улице без сопровождения взрослых. К родителям несовершеннолетних принимаются как меры профилактического характера в виде бесед, так и в рамках административного законодательства. К административной ответственности привлечено 26 родителей. Порядок в городе наводят и городские службы. Сегодня завершился отопительный сезон. На летний режим переходит техника и рабочие. Кроме привычной уборки в перечне работ, у них появилась и дезинфекция. В целях дезинфекции улично-дорожной сети и тротуаров дорожными предприятиями приобретено специализированное дезинфицирующее средство, обладающее хорошей моющей способностью и широким спектром противовирусного и антимикробного действия. От скучной городской самоизоляции казанцы бегут на свои дачи. И это правильно, говорит Ильсур Медшин. Сейчас самое время для того, чтобы подумать о продовольственной безопасности. Когда все это началось, вопросы пропали. Честно говоря, все время я говорил: мам, ну зачем, для чего вы? 3 сына, можем обеспечить и капусты, на рынке все есть. Поэтому с 30 апреля в столице начнут работать 6 садоводческих маршрутов. Чтобы без вопросов добраться до своего дачного участка, достаточно отправить СМС «Цель 6» на номер 2590. Зарина Ахметова, ТНВ, Казань. Снести пол Казани, а потом построить не получится. Возможно ли в Казани реновация в формате Москвы? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Число вызовов врачей на дом за последние недели увеличилось в 2 раза. Свою помощь дежурным медработникам сегодня предложил волонтерский штаб «Единой России». Новую машину передали 21-й поликлинике Казани. Как техника поможет непростой работе в условиях пандемии, расскажет Наталья Мезина. Вызов принят, выезжаем. На долгие сборы здесь времени нет. За каждым звонком оперативный выезд. Рабочая смена в фельдшерской начинается в 8 утра, а заканчивается поздно вечером. Приходится работать 2 смены. Получается с 8 до 2 и с 2 до 8 часов вечера. Большинство вызовов связаны с ОРВИ. Повышение температуры, слабость, кашель. За один только день с подобными жалобами к врачам обращаются около 150 жителей. Сейчас нагрузка на фельдшеров увеличилась в 2 раза. И чтобы хоть немножко помочь врачам, им подарили новый автомобиль. Доставить лекарства, оказать первую помощь, проконсультировать пациентов. Сейчас 21-я поликлиника – это один из крупнейших центров помощи населению. Сюда обращаются как горожане, так и жители близлежащих поселков. Оказываем первичную медико-санитарную помощь 96 тысячам населения. Иногда приходилось этим врачам ходить пешком и добираться до вызовов дальних на автотранспорте. Машины с надписью «Спасибо врачам» в эти дни поступили во все регионы России. Это почти 200 новых автомобилей. Такую акцию проводит «Единая Россия». Один из автомобилей в Татарстане на прошлой неделе уже передали врачам 10-й поликлиники. Второй автомобиль «Лада Ларгус» в течение прошлой недели работал в волонтерском центре города Казани. А сегодня принято решение о его передаче в 21-ю поликлинику. От оперативной и своевременной помощи врачей зависит жизнь татарстанцев. Вот и сегодня, получив машину, медики тут же отправились на новый вызов к пациенту. Наталья Мезина, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.
Татарстане срок уплаты налогов автоматически перенесли 44 тысячам плательщиков. Об этом сегодня рассказал Марат Софиуллин. Главный налоговик республики доложил о мерах для поддержки бизнеса, пострадавшего из-за эпидемии. Срок сдачи налоговой декларации автоматически переносится на 3 месяца. Однако отчетность по НДС и страховым взносам необходимо сдать до 15 мая. Также переносят авансовые платежи по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество за первый квартал на 30 октября, за второй и первое полугодие на 30 декабря. Отсрочка представляется на 1 год, если выручка у вас снизилась более чем на 50%, или есть убыток при одновременном снижении выручки более чем на 30%. Значит, на 9 месяцев, это на год. Если на 9 месяцев, если выручка снизилась более чем на 30%, и есть убыток при одновременном снижении выручки более чем на 20%. Волга мелеет. Такое тревожное сообщение в нашу редакцию прислали жители Казани. Как заметили обратившиеся, вода ушла от своего нормального уровня. Напомним, в минувшем году Волга уже мелела. Тогда из-за сброса воды на Куйбышевском водохранилище берега обнажились на сотни метров. Повторяется ли прошлогодний сценарий, разузнал Дмитрий Аринин. Волга мелеет. Да вы сами сходите, посмотрите, говорят в Адмиралтейской Слободе. Как говорят местные жители, насколько упал уровень воды, можно судить по ржавчине на заборе. От всего нормального состояния вода опустилась примерно на 1 метр. Обнажился и пологий берег. Как отступила вода, можно заметить по влажному песку. Люди боятся, что дальше в Волге станет еще меньше. До дамбы доходила вода, а сейчас ушла, там уже какая-то земля. Вообще катастрофа грозит, как без воды. Есть и те, кто проблемы не видит. Как в прошлом году, что нет, сейчас лучше, так не мелеет уже, все нормально сейчас. Напомним, весной прошлого года при спуске воды уровень Куйбышевского водохранилища упал на 3 метра. В Казани берега обнажились на 100 метров, открыв и старинную мостовую. Что происходит с Волгой и ждать ли повторения прошлогоднего сценария? С такими вопросами обратились в Министерство экологии республики. Ежегодное обмеление Волги – это вполне нормальный процесс, потому что для нужд обеспечения Нижней Волги производятся ежегодные сельскохозяйственные и рыбохозяйственные полки. На сегодняшний день мы уже прошли сельскохозяйственную полку с размером сброса 23 тысячи. Сегодня уровень 52 метра 11 сантиметров Балтийской системы, и в ближайшее время мы ожидаем, что он останется примерно на том же уровне. Повторение ситуации прошлого года на сегодняшний день исключено. Отметим, что если Волга действительно чрезмерно обмелеет, это может нарушить водоснабжение городов, остановить судоходство, а также помешать нересту рыб. Дмитрий Аринин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Если у вас есть интересные истории, присылайте их на наш WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Парковочные места добавить, а мусорные контейнеры убрать. Новые проекты благоустройства дворовых территорий программы «Наш двор» уже получили первые пожелания татарстанцев. Сейчас все эскизы находятся в открытом доступе на сайте двор.татар. Без согласования жильцов дома 8А установили мусорный контейнер, а здесь постоянно по дорожке проходим к садику, к школе, детки постоянно ходят. Этим предметом возмущения жителей дома по улице Гаврилова стал вот этот пункт раздельного сбора отходов. По их словам, он не соответствует санитарным нормам, и сейчас горожане просят перенести его немного дальше. Расширить тротуар, привести в порядок детскую площадку и ландшафт. Такие предложения десятками ежедневно поступают от татарстанцев. Но речь не о собрании возмущенных жильцов. Вместе с президентской программой «Наш двор» горожане лично облагораживают свой двор. И все онлайн. Первые проекты уже открыты для просмотра на сайте двор.татар. Самой острой проблемой для жильцов односторонней Гривки стал вот этот бесхозный пустырь. По проекту программы здесь с одной стороны расположится линия парковки, все остальное место займет цветущий сквер. С момента опубликования первых схем благоустройства дворов на сайте и по горячей линии программы поступило более 1000 обращений. Постоять за свой двор хочет каждый житель. Дороги отвратительные, парковки, когда дождь пройдет, вообще нету здесь. Летают вороны, ветер разбрасывает весь мусор. Часто жильцы начинают складывать мусор рядом. ТБО размером 15 на 13. Это большая достаточно территория, которая будет располагаться прямо напротив центрального подъезда. На обсуждение каждого эскиза неделя. После замечания внесут в рабочий проект и передадут проектировщикам. Все вопросы, касающиеся доработки, поступившие от жителей, мы не передаем эту схему в работу. Поэтому максимально все запросы мы постараемся проработать и дать либо ответ, либо уже конкретную реализацию. Всего в этом году планируют благоустроить 1000 дворов по всей республике. Строительная техника заработает, как только завершится режим самоизоляции. Наталья Мезина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.
Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Этот День Победы. Как пройдет великий праздник в режиме пандемии? Светлана Звонарева. Поэтический марафон и онлайн-концерт в честь Тукая. Мелодичный, гибкий и певучий. Как праздник великого поэта стал многонациональным, расскажет Айгуль Бадрудинова. Сегодня под руководством президента Татарстана по видеосвязи члены Ассоциации инновационных регионов России обсудили меры поддержки в условиях пандемии. Как отметил Рустам Минниханов, регионам необходимо лучше взаимодействовать друг с другом и вместе с федеральным центром сосредоточиться на стабилизации социально-экономического положения. Так, в Татарстане подготовлен комплекс программ поддержки предприятий, не вошедших в федеральный перечень. По республике мы уже приняли ряд мер поддержки малого бизнеса и отдельных категорий граждан. В республике утвержден соответствующий план мероприятий, ведется ежедневный мониторинг цен на основные товары, проводится оперативный мониторинг рынка труда. Накануне Татарстан отметил 134-й день рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Он прошел без традиционных народных гуляний, но объединил многонациональный народ республики в онлайн. Чем запомнился День родного языка, в репортаже Айгуль Бадрудиновой. Именно так, соблюдая дистанцию, к памятнику Тукая с утра несли цветы. Президент республики Рустам Минниханов, вслед за ним государственный советник Ментимир Шаймеев, председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. В этом году день рождения Тукая пришелся на воскресенье. Не будь пандемии, здесь собрались бы сотни человек. Вместо этого только цветы. После возложения цветов казанцы обычно собирались около этого памятника на улице Театральная. В этом году здесь было тихо. На улице ни единой души. Никогда еще день рождения великого поэта республика не встречала так скромно. Но его стихи и песни все равно звучали. И не только в душе казанцев. Зажигательные песни и любимые стихотворения. Отрывок из балета «Шурале». Выступления популярных артистов и истории жизни великого поэта. Все это в праздничном фильме-концерте на телеканале ТНВ. В воскресенье его смотрели зрители в любой точке планеты. В таком новом формате можно было услышать и родную речь, и стихи поэта, и поздравления президента республики. Несмотря на сложности сегодняшнего дня, у каждого из нас есть много возможностей выразить свои самые теплые чувства к родному языку в онлайн-режиме. Гимн народа, знаменитое стихотворение «Родной язык» Габдуллы Тукая звучал из уст не только татар, но и представителей других национальностей, проживающих в республике и за ее пределами. В Инстаграме запустили масштабный флешмоб под хэштегом «Родные рифмы». К нему уже присоединилось около 3000 человек. Мелодичный, гибкий и певучий. С детства он меня очаровал. Дети и взрослые, депутаты и артисты. В день солнечный июльский цветы. Цветы вокруг. Русские, татары, башкиры и чуваши. Представители 173 национальностей. Именно столько в нашей республике читали стихи на разных языках. Так, день рождения Тукая стал праздником многонациональным. По традиции в этот день присвоили главную госнаграду в области культуры и искусства. Престижную премию имени Тукая в этом году получил народный артист Идрис Газиев, поэт Денис Осокин за сборник произведений, писатель Лерон Хамидуллин, а также Ренат Салаватов, Юрий Александров, Виктор Герасименко, Гульнора Гатина за оперу Резиды Ахьяровой «Сююмбике». Указ подписал Рустам Минниханов и пообещал, что торжественные церемонии вручения состоятся позже, как только закончится режим самоизоляции. Праздничный концерт, как и всегда, завершили гимном татарского народа, который исполнили татары из Австралии, Финляндии, Австрии. Традиционно прошел и концерт альтернативной татарской музыки. Пусть не под открытым небом, а онлайн. Но даже так, дистанционно всех в этот день объединил родной язык – язык Тукая. Айгуль Бадрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.
Сегодня в России отмечается День парламентаризма. 114 лет назад в нашей стране начала работу Государственная Дума. С этим событием поздравил татарстанцев Фарид Мухаммедшин. Спикер парламента отметил, что в республике заложены прочный фундамент и законодательная база для развития. Поздравительную телеграмму в адрес татарстанских депутатов направила Валентина Матвиенко. Она пожелала успехов и достижений на благо Отечества. День Победы на телеэкранах и онлайн. В Казани сегодня рассказали о некоторых мероприятиях к 9 мая. Пока обойдется без салюта, но зато искриться будут социальные сети. 1 мая в Парке Победы столицы состоится символическое поднятие Знамени Победы на 50-метровый флагшток. 9 мая здесь же будет установлен новый памятник советскому солдату. Его прообразом стал Гази Загитов, участник событий выдружения флага над Рейхстагом. Увидеть трансляцию церемонии поднятия флага и новый памятник можно будет в социальных сетях мэрии Казани и на нашем телеканале. Традиционный праздничный салют 9 мая не состоится. Он перенесен на более поздний срок до установления благоприятной эпид-обстановки. Не будет в этот день и шествия бессмертного полка, но у татарстанцев будет возможность рассказать о подвиге своих предков. Впервые эта акция пройдет в режиме онлайн. Она стартует 28 апреля. Фотографии и видео о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне, можно опубликовать в социальных сетях с хэштегами «Бессмертный полк онлайн», «Бессмертный полк Татарстан». В связи с пандемией многие праздничные акции к 9 мая перенесены в интернет, а праздничная программа состоит из онлайн-мероприятий. Подробнее на сайте kzn.ru. На этой неделе начинаются поздравления ветеранов, но в связи с пандемией они пройдут в ином формате. Вдовам ветеранов будут вручены продуктовые наборы, открытки от президента республики и мэра города, диск с песнями военных лет. А участникам войны и труженикам тыла помимо этого вручат медаль к 75-летию со Дня Победы. Напомним, что в течение апреля все ветераны города получили единовременные выплаты от президента России и президента Татарстана. Всех жителей Приволжского федерального округа в этом году объединит масштабный песенный марафон «Наш День Победы». В год 75-летия легендарная и всеми любимая песня прозвучит на теле- и радиоэфирах всех 14 регионов округа, и прозвучит она на родных языках народов Поволжья. Уже завтра ее споют коллективы Башкирии. Песню «День Победы» вы услышите на нашем телеканале завтра в 8:55. Ну а сейчас давайте посмотрим, как создавался этот клип. Стоит услышать первые аккорды, и слова сами вылетают из уст. Кажется, что эта песня была всегда. Ее знают миллионы и поют с душой даже спустя десятилетия. Впервые в Башкортостане ее исполнили на родном языке. С самого детства для меня День Победы был очень важным днем. И я с радостью приняла участие в этой акции Приволжского федерального округа, который посвящен Дню Победы. Я горда тем, что вот на башкирском языке, на языке моего дедушки, прадедушки будет звучать эта песня «День Победы». День Победы. Песня, без которой нельзя представить 9 мая. Первым ее спел Леонид Сметанников. Бесспорным хитом она стала в исполнении Льва Лещенко. Впрочем, неизменно в репертуар ее включали Муслим Магомаев и Иосиф Кобзон. Кстати, символично, что композиция Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова впервые прозвучала в год 30-летия Великой Победы. И вот на очередной юбилей башкирская поэтесса Гузаль Сиддыкова перевела ее на родной язык. Без слез слушать ее невозможно. Это действительно песня, которую со слезами на глазах слушаешь. И одновременно и с гордостью, и с радостью за ту победу. И, естественно, с болью. Потому что это песня, которая врезалась в память как отражение нашей боли, наших чувств. Для съемок клипа выбрали Уфимский парк Победы. По замыслу режиссера, как и в других регионах Приволжья, в песне рассказывается о вкладе нашей республики в годы Великой Отечественной. Из башкирской автономии на фронт ушли более 700 тысяч человек. Почти половина погибли или пропали без вести. Многие предприятия республики, около 200, появились именно в те годы в процессе эвакуации. Каждый третий советский танк заправляли башкирским топливом. Гремела республика и именами. 295 уроженцев стали героями Советского Союза, 46 – полными кавалерами Ордена Славы.
А спустя 77 лет звания Героя России был удостоен и генерал Шеймуратов. Это дань уважения нашим близким, которые пали, которые с нами, ветеранам, которых совсем немного осталось, но мы чтим, мы помним. И это наша миссия – продолжать празднование Великой Победы. День Победы – песня особенная. Она звучит словно гимн выстоявшему народу. Песня с историей и своей душой. В нашей республике ее исполнили эстрадные и молодежные коллективы, профессиональные хоры и известные исполнители. Почтили память и отдали дань уважения. Очень отрадно, что именно в нашем Приволжском федеральном округе организована такая замечательная эстафета «Марафон Победы». И особенно волнительно, что вот именно в 2020 году мы впервые исполним эту великую песню на своем родном башкирском языке. Акция началась в Мордовии. Легендарная песня уже прозвучала на языках этой республики – макшанском и эрзянском. Также ее исполнили на марийском и удмурском. Во флешмобе участвуют все 14 регионов Приволжья. Видеоролик от нашей республики будет объединен с другими и показан 9 мая на всех телевизионных каналах округа. К марафону может подключиться любой желающий. День Победы всегда был праздником единения. Он сплотит нас и сейчас. Судинов, Айгуль Хатыпова и Азат Ишбулатов. Новости. Итак, клип песни «День Победы» из Башкортостана на ТНВ покажут завтра в 8:55. Ну а мужской хор из Австрии исполнил песню «На поле танки грохотали». Из Австралии, простите, «На поле танки грохотали». Музыканты записали ее в условиях самоизоляции, каждый у себя дома по видеосвязи. Как говорят сами участники любительского коллектива, мы приносим песни, полные боли и отчаяния, чтобы вы почувствовали любовь и радость. В продолжении выпуска информация о погоде. Оставайтесь дома и берегите себя. Купи квартиру онлайн от Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 47. Агрофирма Атабальская реализует суточных гусят и утят, яйца гусиные и утиные, недорого и с доставкой. Телефон в Казани 212 11 53. Джой. Обработай территорию от клеща. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Здравствуйте! В начале выпуска информация от спонсора. Квартиры от Акбарсдом. Дом там, где мы. Получи кэшбэк до 5%. Купи квартиру выгодно. Подробности по телефону в Казани 295 47 и на сайте akbars-dom.ru. Купи квартиру онлайн от Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 47. В Татарстане погодными условиями управляет пасмурный циклон. И по данным сервиса Яндекс.Погода, во вторник на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево станет чуть прохладнее. Пройдут дожди разной интенсивности, дневная температура плюс 12. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность, временами дождь, будет умеренно тепло.
Жителей Агрыза, Менделеевска, Актаныша также ожидает облачная и дождливая погода. Температуры станут чуть ниже. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтаси на пару градусов станет прохладнее. Дневная температура плюс 11, не обойдется без дождей. Небо юго-запада республики затянуто облаками, пройдут осадки. При дожде ожидается усиление ветра и всего 7 градусов выше нуля. В центральных районах Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше сохраняется облачная, сырая и умеренно теплая погода. Несмотря на пасмурный, дождливый и ветреный циклон, температурный фон все увереннее держится около 10-градусной отметки со знаком плюс. И природа расцветает на глазах. В последующие сутки прояснится. Ночью будет преимущественно без осадков, а вот днем осадки усилятся. В Казани во вторник будет пасмурно, пройдут дожди. Ночная температура около 8 градусов выше нуля, а днем плюс 11. Ветер северо-западный, умеренный, при дожде порывистый. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 78%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.